Так, ну, я что хочу сказать. Судьба мне сделала большой замечательный подарок ровно 35 лет назад. Вот я с этой семьей познакомилась 30, я лично. Муж мой знал их с мальчика, с детства, да. И они стали для него, это я уже после узнала, позже, вторыми родителями, мамой и папой. Они дали ему очень много всего хорошего и доброго, за что я им благодарна. Ну вот я о себе. Я их увидела 35 лет назад, и знаете, вот первых, не то что минут, первых секунд, я влюбилась в эту замечательную пару. И вот как Петя... Нет, я и тетя Роза, я так называю, тетя Роза и дядя Лену. Это стали для нас, вот именно, как Петя говорил, эталоном всего хорошего, доброго в жизни. Мы равнялись на них. Роза Васильевна, когда я была, ну как сказать, сопливенькой, да, в семейной жизни, она меня поучала. Я сначала, господи, ну надо же, там, говорить что-то. Вы знаете, это были вот замечательные слова, вот поучительные, и делом, и словом она всегда пыталась. Мы жили несколько лет, ну 2, наверное, да, рядышком соседних, почти 3 рядышком соседних домах, и вот она мне дала очень много такого и материнского, мам рядом не было, и материнского, и по семейному. Все она вот мне преподносила на блюдечке, голубой каемочке. И знаете, я думаю, наверное, надо мне открыть секрет, они не знают, как мы в нашей семье их называли. Да, когда они нас не слышали, Розочка и витамин. А сейчас все вот, пожалуйста, да, Розочка цветет до сих пор, подпитываясь витамином. Согласны со мной, да? Валер слышал. Он нас не предал, это точно не предавал никогда. А Ирина нет, она не слышала. Она маленькая была. И вот, знаете, поздравляю сегодня от нашей семьи, от Маши, от Наташи, от их семей, от наших внучат. Мы говорим вам в первую очередь большое спасибо за все, за все дела, за все добро, которое вы для нас сделали. И мы вам желаем крепкого здоровья и живите на радость своим детям, внукам, правнукам долго-долго. И будьте здоровы, но счастье у вас, наверное, не занимать, да? Всего вам самого-самого доброго, прекрасного. И спасибо, низкий вам поклон. Спасибо за хорошие слова.